те же. Так, мы остановились на приобщении документов. Пожалуйста. Так, что озвучить? Что это о моем избрании президента. Полномочия. Подпись можно поставить. Так, дальше. Ой. Так, это выписка из протокола заседания совета. Выписка из протокола номер 9. Избрание президента. Дальше что? Скан-копия протокола заседания Совета Федеральной Палаты 27 октября 2017 года. Утверждение формы бюллетеней голосования членов Конституционной комиссии. Вместе с приложением. Все, что сейчас отдаю, кроме выписки о моем назначении. Давайте, что это? Протокол заседания Конституционной комиссии. Полный обменные бюллетени голосования по установленной форме. Протокол заседания конференции. На ум тоже делегатами рассмотреть. И протокол заседания Совета от 17 марта 2015 года о применении наказания на ум и предупреждении за нарушение законных кодексов. О чем он вчера говорил, я тоже. Возражения есть против приобщения данных документов? Пустца. Нет, уважаемый суд, считаю необходимым приобщить. Уважаемый суд, один документ я успел посмотреть. По всем возражениям нет, просим приобщить. Протокол номер 3 от 17 марта 2015 года о привлечении к ответственности Наумова в 2015 году. Это обстоятельство, оно не может быть предметом, потому что в решении не учитывалось и не может быть учтено. Поэтому в один протокол я прошу отказать в приобщении, как не имеющий отношения. Поддерживаю своего представителя в этой ситуации. Руководствуясь статьями 166-71 КПК Российской Федерации, решил удовлетворить ходатайство представителя ответчика, приобщить к материалам дела представленные документы, а именно копию выписки с протокола номер 3 заседания адвокатской палаты 8 августа 2017 года, копию протокола заседания Совета Федеральной Палаты номер 27 сентября 2013 года, копия протокола номер 3 заседания Совета адвокатской палаты от 17 марта 2015 года, копия протокола очередной ежегодной конференции адвокатов 27 января Адвокатской палаты Республики Мордовия 27 января 2017 года, именные бюллетени для голосования членов квалификационной коллегии Адвокатской палаты от 28 июля 2017 года по количеству. Так, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Значит, это на Ариске, надо всех перечислить, на Ариске, если Дубровина, Дубровских, извините. Так, Шитина или Шишки? Никитина. Никитина. Так, Сухова, Чебуренков, Федин, Амелин, Симушонкова, Степнова, Амелина и Вискаев. Так, протокол, копия протокола номер 5 заседания Конституционной комиссии Адвокатской палаты Республики Мордовия от 28 июня 2017 года. Подлинники обозваны в судебном заседании.
суд, с учетом тех доводов, которые были высказаны, значит, представителями ответчика, мной подготовлено также дополнение. Я подготовил письменно, дабы сократить время восприятия информации, все равно мы об этом будем говорить. Прошу приобщить к материалам дела, естественно, и по одному экземпляру представителя ответчика. Отправил также в суд по электронной почте и по электронной почте непосредственно представителям. Дополнительные возражения? Да, ну естественно, с учетом той аргументации. Возражение на возражение? А как же без этого? Ну, такой формы нет. Нет, Если но дополнительные по сути дела дополнения к иску, это письменное мое выступление по поводу тех. Тогда напишите. Письменное выступление, и мы вас слушаем. Мы приобщим их, слушаем, зачекайте, у нас есть время. Уважаемый суд, уважаемые представители ответчика, в ходе судебного заседания 9 октября 2017 года представители ответчика дополнительно после выступления стороны ИСА высказали свои доводы. Критически не согласен с ними. По выступлению президента Адвокатской палаты Республики Мордовия Александра Ивановича Амелина полагаю необходимо отразить следующее. Суть аргументации в обосновании решения о прекращении статуса адвоката Наумова Сергея Геннадьевича сводится к известной во времена СССР битвы с неформалами. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. И важный момент, я считаю, необходимо его отметить. Один важный момент из того, что было изложено. Ссылка на реакцию средств массовой информации, которая привела к репутационным издержкам адвокатской палаты. А если быть точным, лично самого президента адвокатской палаты, и надо дать ему должное, он взял на себя всю ответственность за принятое решение. Это была его личная инициатива, решение о прекращении мне статуса адвоката, которая, в свою очередь, якобы была единодушно поддержана Советом адвокатской палаты, в свою очередь, которые определенно, можно сказать, проголосовали, формулировки Пастернака не читали, но одобряем. Так вот, уважаемый президент адвокатской палаты неверно отражает факты, к сожалению. Я не своевременно сделал скриншоты, если мои коллеги это не знают, я поясню, должны знать. Снимки интернет-страниц сайта Верховного суда, но ситуация была в корне не такая. Что опять же наводит на мысль о том, не получал ли директиву из Верховного суда Республики Мордовия предварительно господин президент, о том, как следует поступить с таким неудобным болгарским перцем, я это письменно излагаю, как адвокат Наумов Сергей Геннадьевич. Итак, публикация на сайте Верховного суда Республики Мордовия о том, что адвокату Наумову прекратили статус адвоката, там не было персонифицировано, просто что адвокату прекратили статус по обращению Верховного суда. Она была, если мне память не изменяет, 27 июля 2017 года. Возможно, чуть раньше, но определенно уже после того, как уже было принято решение. Я, в принципе, в этот момент уже начал проводить интернет-трансляции, и этот момент я отметил. Когда и где, я сейчас, конечно, поднять не смогу, ссылку не поднял, поскольку готовился, что называется, с учетом того, что было сказано вчера. Вот. В то же время, очевидный факт. То есть говорить о том, что в этом аспекте, значит, адвокатская палата получила ущерб, фактически не соответствует действительности. Дальше. Что касается графика работы по назначению. Мне вот неприятно говорить об этом факте, но как сам суггестивно любит говорить наш уважаемый второй президент адвокатской палаты, так и есть. График участия адвоката по назначению должен быть обязательно опубликован на сайте до 20 числа. Я специально в письменных своих возражениях указал ссылочку на 7-й пункт положения о порядке участия адвокатов, где написано, что график составляется ежемесячно на каждый день, включая выходные и праздничные дни. График на будущий месяц составляется и публикуется, обращая внимание, до 20 числа текущего месяца. То есть фактически, здесь я поясню, я это письменно не отразил, президент адвокатской палаты вчера, уж не знаю, намеренно или не намеренно, но, значит, мой процессуальный оппонент, ратуя в суде за честность и порядочность адвоката, сам допускает очевидные ошибки. Насколько они умышленны, я не буду решать. Относительно аргументации второго представителя ответчика, моего, насколько мне известно, соклубовца Руслана Рафиковича Смакаева. Я приводил аргументы, значит, он приводил, точнее, аргументы, что я не использовал свое право, как адвокат, на обжалование частного постановления суда. Софистика.
Вот это самое точное слово. Я даже позволю себе нелицеприятную оценку. Это лицемерие. Сами твердят о праве на суверенность дисциплинарной практики в части оценки объективной стороны дисциплинарного проступка. Предлагают суду не рассматривать по существу обстоятельства, там, не вдаваться в предмет оценки тяжести, даже элементарно тяжести, да, значит, ситуации. Я себе просто в рамках времени, 5 минут, не больше, тут даже меньше мне осталось. Значит, а сами в то же время, значит, мне лично вправе принять суверенное решение, что мне обжаловать, а что мне не отжаловать, отказывают. И более того, я это не отразил письменно, но я это отражу. На совете, вы помните, уважаемые мои процессуальные оппоненты, о том, что я говорил, что я считаю, что нет ничего лучше в этой ситуации, чтобы эти вопросы поднять на совете. И не случайно я вчера вам напомнил, уважаемый Александр Иванович, о том письме, о том, якобы кто-то, значит, направил в Федеральную палату, подписал мною. Я жалею, что это я не сделал. Сейчас я понимаю, что мне надо было подписать то самое письмо. Я об этом говорю открыто, чтобы об этом, естественно, с учетом принципа гласности судебного разбирательства, все наши коллеги Адвокатской палаты Республики Мордовия знали. Значит, и вообще, вот, зачем я должен обжаловать частное постановление заместителя председателя Верховного суда? Более того, я поясню, просто с процессуальной точки зрения. Вы мне предлагаете, знаете, вот такое издевательство. Ты, говорит, туда сходи, мы сами туда не пойдем, там заминировано. Я так уж образно выражусь. Это право председателя суда, председательствующего суда, по сути, его правомочия, он сам посчитал, это было его право решить, нарушаю я порядок или нет, препятствую я ведению процесса или нет. И говорить о том, что я там пререкался, ну, я просто не буду зачитывать этот протокол, письменно он есть, протокол судебного заседания, вы сами его неоднократно цитируете, и в решении квалификационной комиссии, и, значит, в заключении совета. Речь идет о чем? Мне задают вопросы, я на них отвечаю. Где здесь пререкательство? В чем оно состоит? Непонятно. Только то, что, да, по вашему мнению, я не выполнил законное требование председателя переодеться. Вы меня извините, у нас многонациональное государство. Это раз. Я не говорю об этом. Представляете, вот к нам приехал человек из Республики Татарстан. Он же не приехал в национальном костюме, хотя мог бы приехать. Неужели вы бы отказали ему в праве представлять мои интересы? В этом нет лицемерия, мои уважаемые коллеги. Я считаю, что есть. Я уж не говорю, а если бы к нам приехали адвокаты из других государств? У них своя форма одежды, из Франции, например. Как вы не скажете, в париках и в мантиях. Ну, у них так принято. Да, можно сказать, со своим уставом в чужой монастырь не входят. Вы тоже употребляете образные выражения. Ребята, это отдельный вопрос. Уважаемые коллеги, прошу прощения, у нас здесь с вами не дворовая площадка, действительно. Как я в свое время выразился, и то, что было отражено в суд, это не фабрика, не ярмарка фриков и тщеславия. Но, знаете, принципиально, чтобы обратить внимание на проблему, мне пришлось, я привержен здорового образа жизни. Вы об этом знаете. Я не рассчитал даже с погодой, я прекрасно помню погоду 10 мая. Средства массовой информации пишут, что мне типа того было жарко. Холодно было в тот день, я реально замерз, я продрог. Не угадал. Но я решил, просто я не буду бегать туда-сюда по городу, потому что судья лично решил в этой ситуации свою власть показать. Не будьте лицемерами, я вас призываю к этому в этой ситуации. Я считаю, что я правильно поступил, что не стал заявлять о том, что судья не прав в процессуальном порядке. С моей точки зрения, у меня процессуально не было никаких шансов. Зачем я буду идти туда, где мне это невыгодно с точки зрения самозащиты? Чтобы потом мои коллеги говорили ехидно, даже вот не обижайтесь, вот ваши коллеги, может быть, даже вы лично глаза бы не сказали, вы очень тактичны в этом плане человек, безусловно, это надо отдать должное. Но в любом случае, эта информация о том была, посмотрите, Наумов совсем дурак, это называется. Мне неприятно, знаете, мне даже неприятно, Александр Иванович, я вижу ваше критическое отношение ко мне, но когда я вел защиту по Михеевой, а вы знаете, что это было за дело, это я к вам лично в этой ситуации обращаюсь, я здесь это не написал, вы мне сказали, бейтесь до конца. К предмету. Значит, нереализация истцом права обжалования частного постановления не является доказательством косвенного признания мною вины, о чем пытается уверить меня нас, суд. Второй представитель Руслан Рафикович. Об этом, кстати, я говорил и на совете Адвокатской палаты Республики Мордовия. Но, на мой взгляд, это было бесполезно по вышеуказанным причинам. Я же не знал, что все уже президент решил, протащил, я употреблю именно это слово. Ему надо было лишь к вопросу
К вопросу о легитимности, о чем вчера, кстати, очень обстоятельно говорил мой коллега. Уважаемые коллеги, процессуальные мои оппоненты, я вас прошу, все-таки, дело в том, что у нас этот момент Гражданский процессуальный кодекс не регламентирует, но давайте так. Мы с вами прекрасно понимаем и говорим о взаимном уважении, придерживаться какого-то лимита. Я пообещал себе 5 минут, еще 30 секунд у меня есть, я себе позволю. К вопросу о легитимности. Ссылка на то, что у других адвокатских палат есть подавляющее большинство единственной коллегии в адвокатской палате, на мой взгляд, несостоятельно. То, что у других, в Татарстане своя специфика, в Санкт-Петербурге своя специфика, в Дагестане, Чечне своя специфика. И мы, безусловно, должны относиться с уважением к той, в том числе и профессиональной культуре, микрокультуре, которая складывается в том или ином социуме. Да, у нас есть общепринятые федеральные стандарты. Слава богу, Федеральная палата адвокатов сейчас определилась с порядком участия адвокатов по назначению. Наконец-то, я надеюсь, вы в курсе об этом. Это буквально позавчера это было, решение это принято. К вопросу о легитимности. То, что происходит у наших соседей, даже ближайших соседей, Ульяновской, я не знаю, Пензенской, Нижегородской области, не дает вам, представители единственной коллегии, как верно заметил Сергей Владимирович Афанасьев, не дает вам права чувствовать себя безнаказанным. Я открыто вам говорю, очень много адвокатов... Пожалуйста, вернитесь к предмету. 25, я вернулся. К вопросу был сказан аргумент о легитимности. У вас есть еще что-то пояснить? Я говорю, я считаю, что комиссия, принимая решение, была безусловно заинтересована в том, и квалификационная комиссия, не в части обязательных представителей Министерства юстиции, Госсобрания, значит, арбитражного суда, они-то как раз в нашу адвокатскую в этой ситуации войнушку, я так выражусь, не вмешивались. А вот мои коллеги в этой ситуации, когда говорят о том, что это не имеет никакого значения, нет оснований говорить о том, что решение было объективным, беспристрастным, на мой взгляд, они просто-напросто действительно лукавят. И очень печально, что в этом процессе в настоящий момент у нас нет средств массовой информации, но очень радует то, что об этой ситуации знают не только в адвокатской палате Республики Мордовия с негативным оттенком, но и в адвокатских палатах в других субъектах, и я вижу, что это вызвало большую дискуссию. Да, мне неприятно, что я стал мишенью в этой ситуации, в том числе и травли со стороны средств массовой информации. Мы все это прекрасно знаем. Но я считаю, что то, что я делаю в интересах адвокатской палаты. А то, что если это не устраивает то видение, которое имеют члены совета, говорить о том, что я сам за них голосовал, как об этом вчера сказал, к сожалению, у нас процессуальные нормы нашего адвокатского самоуправления пока еще не предусматривают, мы еще не дошли до этого, чтобы иметь возможность запустить вотум недоверия действующему совету. И скандалы подобного рода, да, я именно такую формулировку позволю, например, относительно лишения статуса адвоката Трунова Московской области, в России гремят неоднократно. Один момент, 15 секунд. Истец, у вас есть что-то еще По предмету спора, значит, секунду, значит... Присаживайтесь, подумайте. Спасибо. Вопрос можно? Пожалуйста. Скажите, вы настаиваете на том, что я оказывал давление на членов Конституционной комиссии, членов Совета при принятии решений по вашим... Вы сами сказали о том, что это было ваше решение. Нет, какие могут быть вопросы? Я могу варианты. Вопрос Вы какой? настаиваете на своем доводе, что я оказывал давление на членов комиссии и на членов... Я обратил внимание суда и ваше внимание обратил на тот момент... Вы можете ответить на вопрос, который вам поставлен. Настаивайте на то, что оказывалось давление на принятие решения. Это мое предположение, на котором я настаиваю. Хорошо. И второе. Вот вчера вы утверждали, ну, по крайней мере, представители, что не голосовали именными бюллетенями при принятии решения на комиссии и что протокол не велся. Вы по-прежнему настаиваете на этих доводах? Я развернул свою позицию в этой Вы ситуации. настаиваете, что мы не голосовали? Я отвечу так, как я считаю нужным. Не надо мне указывать на то, что я должен ответить. Можете ответить на вопрос. Я считаю, что при подготовке дисциплинарного производства и направлении материалов в дело суд
Президент адвокатской палаты умышленно не исполнил обязательства в полном объеме, не приложил все необходимые документы, чем уже нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Если он такой правильный, если он такой блюститель этики, то это, безусловно, надо соблюдать. И говорить о том, что я пытаюсь как-то, значит, навести тень на плетень, другими словами, безусловно, нельзя. Если кодекс предусматривает, надо исполнять. Вы этого не сделали, это очевидно. А можно я на вопрос отвечу по процедуре? Вам вопросов нет. Если у вас пояснение, пожалуйста. Пояснение, да, Пояснение, с вашего позволения. По поводу доводов по протоколу именных бюллетеней, да, мы настаиваем, отталкиваясь от Кодекса профессиональной этики. В нем четко сказано, как формируется дисциплинарное производство, что в нем должно быть к моменту поступления в Совет Палаты для принятия решения. Протокол должен быть один по каждому дисциплинарному производству. Он в обязательном порядке вместе с бюллетенями представляется в Совет. Так установлено кодексом. Это единственный нормативный документ, который устанавливает процедуру. Мы не можем себе представить гражданское или уголовное дело на 10 дел, один протокол и протокол судебного заседания в апелляцию, и потом кто-то доносит и говорит, ах, в деле его нет, вот он тут нашелся, мы его принесли. Поэтому еще раз, мы настаиваем на этих доводах, потому что, как я уже сказал, в решении поименованы все документы дисциплинарного производства, в том числе и в описи. Этих документов изначально не было. Спасибо. Можно вопрос? Пожалуйста. Сошлитесь, пожалуйста, на Встаньте, пожалуйста. Да. Сошлитесь, пожалуйста, на кодекс профессиональной этики адвоката, который предусматривает, что протокол конституционной комиссии должен быть обязательно. Статья 23, статья 24. Статья 23 – это протокол по заключению коалиционной комиссии. Статья 24 – это как поступает Совет Палаты. Это как поступает Совет Палаты. Присаживайтесь. Вопрос, ответ. Пояснение не нужно. Так, все. Добавьте, пожалуйста. Мы просим, значит, во-первых, просим в обязательном порядке представителей управления юстиции, Министерства юстиции России присутствовали. Я думаю, что, возможно, эти представителями будут те же лица, которые и у нас являются членами комиссии конституционной, это Степнова, Симушенко. Их, естественно, надо будет тоже допросить по этим вопросам. Коль у нас истец с представителем ставит под вопрос, ставит под сомнение вообще, что мы голосовали именными бюллетенями и так далее, что протокол велся, понятно, нам надо их опровергать в любом случае. Допросить, вызвать, потому что мы сами не можем привести вам судья арбитражного суда Юськаева Руслана Касимовича, который тоже участвовал в голосовании. Покажем, наверное, подписи, может быть, я их подделал там за ночь. Не знаю, может, еще залил водой там специально. У нас потоп был в палате, там, затопил у нас 10-й этаж. В конце июля, если помните, там сильная гроза была ночью, а нам как раз на это время нас крышу почему-то перекрывали и не покрыли над нашим кабинетом. Спросим. И нам нужно будет свидетелей привести, членов комиссии и Совета Палаты, и членов Совета Палаты по вопросам голосования, обсуждения и оказания мною на них давления, якобы, которое сегодня, естественно, ставит на эти Я не говорю. Я не знаю. Скажите, пожалуйста, истец, а вы оспариваете, что были члены комиссии? Все были на месте. Более того, у меня не было вопросов. Я удивился, я обрадовался, что Юскаев, например, мы тоже вместе с ним выпили, занимались. Да. Я не оспариваю этот момент. Извините, что вы оспариваете? Какой момент? Мы не оспариваем, как тут говорит, подделка подписи или что-то. Мы говорим о том, что нарушена процедура формирования, передачи и рассмотрения. Мы не За говорим. факт они не оспаривают, что все это было. Сомнение то, что представители арбитражного суда вашей палаты присутствовали, и я не оспариваю, потому что и Сергей говорит, они были. Я задал вопрос. Давайте Настаиваете ли вы? Вы оспариваете вот эти документы, которые представлены? На подлинность не Естественно, никто не оспариваю. А какие вопросы?
Я же пояснил уже. Еще раз тренинг подготовил. Заключение комиссии квалификационной Это на совете это было. оценочная категория, которая будет дана в решении суда. Сам факт они не оспаривают. Подлинность Что эти люди подделку были, нет. Нет, подлинность конечно. этих бюллетеней они не Хорошо. оспаривают. Хорошо, вы оспариваете, что на заседании совета было заключение квалификационной комиссии. Вы оспариваете этот факт? Я Еще раз поясню. Вы этот факт оспариваете? Я поясню. Вам объявляли решение квалификационной? Я с ним ознакомился. Более того, там была цепочка какая. То есть вот в части того, что мне передавали, это есть То есть и... данный факт вы не Мне оспариваете? передали постановление, передали заключение, передали решение совета. Это все расписки есть, они приложены. Мы об этом не говорили. Тогда Для вот подтверждения чего? я нам просто не свидетели? пойму истцов, они что, какая процедура нарушена? Они оспаривают процедуру. Оценка будет дана всем этим, как довод. Ну тогда Как для долго? уточнения вопрос. Заключение было на Но это уже совете. прозвучало, присаживайтесь, это уже прозвучало. Подумайте, для подтверждения каких фактов, если вам нужны свидетели, то Для чего? оказания давления. Они не оспаривают это. Я только сейчас сказал. Я сказал, что я предполагаю, что это было, я назвал один Это факт, опять который... довод. Да. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то доказательства вашим доводам? Если бы у меня были доказательства, меня бы привлекли к уголовной ответственности по 137 или 8, я не помню точно. Это надо лезть в переписку совета, а я не имею на это права. Кто я такой для этого? Присаживайтесь. Так, все? Вопрос ходатайства исчерпан? Да. Да, уважаемый суд. Так, у ответчика ходатайство есть? Нет. Письменно только выступление, уважаемый суд. Вы Я его... уже нам их огласили. Письменно эти огласили, тем более те эти выступления, которые огласили, вы... Я отправил почтой. Да, вы откликались и очень много говорили вне этих выступлений. Так, значит, тогда предлагается порядок исследования доказательств. У кого какие предложения есть? Ну, усмотрели суда. Нет. Суд, руководствуясь процессуальными нормами, определил исследовать письменные доказательства дела. Так, в деле у нас имеется копия решения по дисциплинарному производству в отношении Наумова Сергея Геннадьевича от 21 июля 2017 года, согласно которого Совет решил на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 17 закона, Федерального закона об адвокатской деятельности, 18-25 Кодекса профессиональной этики адвоката, признать наличие действий адвокатского кабинета Наумова Геннадьевича адвокатской палаты регистрационный номер в свидетельстве нарушений требований подпункта 1 и 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона об адвокатской деятельности адвокатуры Российской Федерации, требования пункт 1 статьи 4, пункт 2, 1 статьи 8, статьи 12 Кодекса профессиональной этики. Руководствуясь требованиями подпункта 1, 2, 17 Федерального закона об адвокатской деятельности адвокатуры Российской Федерации, статья 17, 25 профессиональный кодекс профессиональных адвокатов, нарушение требований подпункта 1, 4, пункта 1 статьи 7 Федерального закона об адвокатской деятельности, 1 статьи 2, подпункта 1, 2 статьи 8, статьи 12 профессиональной этики прекратить адвокату Наумову статус Наумова Сергея Геннадьевича, статус адвоката. Упал статьи 7, по пункту 7 статьи 18 профессиональной этики адвокат Наумова Сергея Геннадьевича может быть допущен к квалификационный экзамен, который статус адвоката не ранее 20 национального 2020 года. Учебу будет Федеральный суд Министерства юстиции. Я думаю, полностью все ознакомлены. Нет необходимости зачитывать нет, потому что мы все это читали, Все изучали. читали. Так, это информация Управления Министерства юстиции Российской Федерации
сообщает, что решение Конституционной комиссии адвокатской палаты Республики Мордовия 10.08.2003 года на ОМО Сергея Геннадьевича присвоил статус адвоката. Распоряжение управления от 16.18.2003 года по номеру 9 сведения о присвоении статуса адвоката внесены в реестр адвоката Республики Мордовия. Решение Совета адвокатской палаты Республики Мордовия от 21.07.2017 года статус адвоката на ОМО прекращен. Распоряжение управления от 2 августа 2017 года номер 307 для прекращения статуса адвоката на ОМО внесены в реестр адвокатов Республики Мордовия. Так, и копия дисциплинарного производства, которым имеется. Ну, тоже будет кратко, да? Совсем Ознакомимся, уважаемый суд. Зачитывать документы. Значит, дисциплинарное производство имеется. Протокол судебного заседания Президиума Верховного суда Республики Мордовия 10 мая 2017 года. Копия частного постановления Президиума Верховного суда Республики Мордовия 10 мая 2017 года, ну, в отношении адвоката Наумова Сергея Геннадьевича, где указано обратить внимание президента адвокатской палаты Республики Мордовия на нарушение закона, допущенного адвокатом Наумовым, о принятых мерах сообщить Верховный суд установит законный срок. Так, это расписка, что ознакомлен Наумов Сергей Геннадьевич ознакомлен с частным постановлением Президиума Верховного суда, датированное 19 мая 2017 года. Объяснение на имя президента адвокатской палаты Амелина Александра Ивановича от адвоката Наумова Сергея Геннадьевича по факту как раз вынесения частного постановления Президиума Верховного суда 10 мая 2017 года. Объяснение датированное входящим от 22 мая 2017 года. Так, распоряжение о возбуждении дисциплинарного производства, датированное 23 мая 2017 года, в котором, значит, учитывая изложенное руководство статьями 18, 20, 21 Кодекса профессиональной этики адвоката постановили возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката адвокатской академии Наумова Сергея Геннадьевича адвокатской палаты Республики Мордовия Наумова Сергея Геннадьевича, действие в котором смотрит нарушение требований пункта 1.4 части 1 статьи 7 об адвокатской деятельности и адвокатуры Российской Федерации, требований пункта 1 статьи 4, пункта 1 и 2 статьи 8, статьи 12 Кодекса профессиональной этики. Передать материалы дисциплинарного производства для рассмотрения Конституционную комиссию адвокатской палаты, президента адвокатской палаты подписано. Так, расписка о уведомлении, что заседание Конституционной комиссии адвокатской палаты назначено на 28 июля 2017 года 14 часов. Данная расписка получена адвокатом Наумовым Сергеем Геннадьевичем 1.06.2017 года. Так, решение Конституционной комиссии адвокатской палаты от 28.2017 года, которым заключение о наличии действий адвоката адвокатской кабинет Наумова Сергея Геннадьевича адвокатской палаты Республики Мордовия Наумова Сергея Геннадьевича нарушение нет нарушения пункта 1.4 части 1 статьи 7 Федерального закона об адвокатской деятельности адвокатов Российской Федерации, требования пункта 1 статьи 4, подпункта 1.2 статьи 8, статьи 12 профессиональной этики. Выразится в том, что Наумов явился в судебном заседании по уголовному делу президента Верховного суда Республики Мордовия с назначением Башка и по предмету своего отношения
Уведомление Наумова Сергея Геннадьевича о том, что заседание Совета адвокатской палаты состоится, назначено на 21 июля 2017 года на 9 часов. Помещение адвокатской палаты по адресу Багратунского, 33, офис 1006. Данное уведомление датировано, имеется подпись, датировано 11.07.2016 года. Так, копия решения по дисциплинарному производству в отношении адвоката Наумова Сергея Геннадьевича, решение Совета адвокатской палаты Республики Мордовия от 21 июля 2017 года. Какой Совет решил на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона об адвокатской деятельности Адвокатуры Российской Федерации, статьи 18-25 Кодекса адвоката, признать наличие в действиях адвоката адвокатского кабинета Наумова Сергея Геннадьевича, адвокатской палаты Республики Мордовия Наумова Сергея Геннадьевича, о нарушении требований подпункта 1.4 пункта 1 статьи Федерального закона об адвокатской деятельности Адвокатуры Российской Федерации, требований пункта 1 статьи 4 подпункта 1.2 статьи 8 статьи 12 Кодекса профессиональной этики. Руководствуясь требованием подпункта 1.2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона об адвокатуре адвокатской деятельности, статьи 18-25 Кодекс профессиональной этики, за нарушение требований Федерального закона об адвокатской деятельности Адвокатуры Российской Федерации данного кодекса прекратить, а статус адвоката Наумова Сергея Геннадьевича и руководстве статьей пункта 7 статьи 18 Кодекса Наумова Сергея Геннадьевича может быть допущен в статье конституционного на привлечение статуса не ранее 20.07.2020 года. Мы тоже уже озвучили. Ну, а также, значит, приобщенные материалы дела. Выписка из протокола номер 5 заседания Конституционной комиссии от 28 июня 2017 года, значит, где так, где, значит, под вопросом 1.4 указано, что докладывать материалы дисциплинарного производства в отношении Наумова Сергея Геннадьевича. Возбуждение в отношении Наумова Сергея Геннадьевича и сейчас постановление Президиума Верховного Совета Республики Мордовия от 10 мая 2017 года о неправомерных действиях адвоката Наумова Сергея Геннадьевича при оказании юридической помощи. Описывается то, что уже сообщили, чем это постановление, что приводит к постановлению, протокол, все то, что имеется в вышеперечисленных документах. И заключение. Значит, комиссия сделала заключение о наличии действий адвоката Наумова Сергея Геннадьевича нарушений требований пункта 1 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона об адвокатской деятельности Адвокатуры Российской Федерации и требований пунктов 1 статьи 4, пунктами 1 и 2 статьи 8 статьи 12 Кодекса профессиональной этики адвоката выразится в том, что Наумов Сергей Геннадьевич явился в судебном заседании по уголовному делу Президиума Верховного Суда Республики Мордовия солнцезащитных очках, футболки, лисовой куртки, адвокатки, шелка, повязанной на шее шапку, головного убора, бандана, пенсионера, нарушал порядок судебного заседания, отказался выполнять требования председательства, в связи с чем продолжение судебного заседания без свидетелями адвоката Наумова Сергея было отложено и передача материалов дисциплинарного производства в Совет адвокатской палаты для принятия мер воздействия. Протокол номер 3 от 17 марта 2015 года. Здесь
Также пункт 1.2 данного протокола были донесены материалы дисциплинарного производства Наумова Сергея Геннадьевича по уведомлению дисциплинарного производства в отношении Наумова Сергея Геннадьевича и сообщение судьи Полянского районного суда Митягина от 24.11.2004 года о нарушении адвоката Наумова требования части 1 статьи 4 Кодекса профессиональной этики адвоката. Так, здесь тоже принято решение на основании подпункта 1.2 части 2 статьи 17 Закона о федеральной адвокатской деятельности адвокатуры, статьи 18-25 Кодекса профессиональной этики адвоката признать наличие действий адвоката палаты Республики Малой Наумова Сергея Геннадьевича нарушением требований статьи 8 пункта 1, статьи 9 пункта 1, подпункта 5 статьи 14 Кодекса профессиональной этики. Я буду предупреждение за данное нарушение. По очередной ежегодной конференции адвокатов по 27 января 2017 года. Это у нас об избрании. Так, об избрании. Выбор членов конституционной комиссии адвокатской палаты из числа адвокатов адвокатской палаты Республики Молдова. Вопрос номер 2. Так, конференция решила избрать членов конституционной комиссии адвокатской палаты Республики Молдова из числа адвокатской палаты Алексей Сергеевич, Никитина Ирина Александровна, Кузин Николай Васильевич, Попова Ольга Алексеевна, Елена Михайловна, Дубровский Евгений Александрович. Так, это протокол заседания Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации номер 1 27 сентября 2013 года, в котором утвержден бюллетень для голосования членов Конституционной комиссии адвокатской палаты по рассмотрению дисциплинарных дел. И бюллетени, количество 1 штук, мы все перечисляли на лиц. Вот данные материалы. Есть чем еще похожих материалов делать? Нет, уважаемый суд. Копии представлены оспаривательские? Нет. Нет. Тогда, значит, переходим к первому. Готово. Пожалуйста, представляет ссылки. Уважаемый суд, как бы самоцензура регламент 7 минут, не больше. Это много. Он уже делал. Я понял. Прощай, 3 минуты. Да. Считаем незаконным и несправедливым вынесенное решение. Как отметил наш уважаемый коллега Рамиль Хайдарович, безусловно, имели место нарушение, процессуальное нарушение процедуры, и он об этом сказал в части неприобщения к материалам дисциплинарного производства, документов, протокола и именных бюллетеней. Является ли существенным указанное нарушение? Ну, в моем случае я считаю, что не является существенным нарушением принципиально. Почему? Потому как стороны выразили свое право вынести свое решение тому или иному факту. Выразили. Но моя оценка, да, нарушение есть, да, оценка несущественна, но показательная. Почему? Потому что, как отмечает также мой коллега, представитель ИСА, что прекращение статуса не расстрел, 3 года перерыва тоже пусть подумает, цинизм. Неприятно слышать от моего коллеги такие выражения. Я думаю, что суд-то как раз прекрасно это понимает.
Попробуйте представить ситуацию, когда судьи прекращают полномочия по дисциплинарному проступку, а потом говорят, что вот такая ситуация. Вам не стыдно, мои уважаемые коллеги? Про совесть мы не говорим, потому как давно уже, к сожалению, судьи нас ведь справедливо упрекают, что адвокаты забыли про это слово. Легитимно ли решение совета в той ситуации? Хорошее слово, мне очень понравилось, что его так часто употреблял мой коллега. Формально да, соглашусь, легитимно. Процедура избрания совета, я сам голосовал и за вас, Александр Иванович. И более того, я за вас, Александр Иванович, дальше проголосую, потому что я вижу, что очень многие верные инициативы даете, но путь, который вы избрали в качестве реализации планов, которые нам всем нравятся, адвокатам, я считаю неправильный. И как адвокат, я имею право вам сказать, что вы не правы. Другое дело, что поддерживают меня, не поддерживают, но согласитесь, я имею право на свою точку зрения. Формально, да, дисциплинарное производство, на мой взгляд, вскрыло, по сути дела, вскрыло в каком-то степени факт, я позволю себе это слово, оно может быть громкое, факт злоупотребления полномочиями представителям, коллеги, не президентом, а коллеги. Как наши коллеги иронизируют в Адвокатской палате Республики Мордовия, единственные коллеги в Мордовии. Я понимаю, что вы сейчас, может быть, на меня несколько, как говорят наши подзащитные, огорчены, но согласитесь, что легитимность, незаконность – это не синонимы, и в этой ситуации они, на мой взгляд, мной употребляются к месту и однозначно. Справедливо ли решение о прекращении мне статуса адвоката? Знаете, вот в том потоке слов, которые я произвожу и вы произвели, мои коллеги, мы забыли об одном очень важном аргументе, о котором нам показательно, нам с вами, мои уважаемые коллеги, Адвокатской палаты Республики Мордовия показательно напомнил представитель соседней нашей палаты Республики Татарстан. Мы забыли про баланс интересов. Абсолютно забыли. И когда вы говорите о том, что я совершил чудовищный поступок, надев бандану и черные очки, абсолютно не соизмерил, нарушил правила делового общения. А кто установил эти правила делового общения? Они ведь даже не конкретизированы, вы сами признаете, что их у нас на тот момент, во всяком случае. А нулем кримин, нуле пёрне сине леги, вы сами это знаете, этот принцип. Вы не вспомнили. Меня, знаете, вот этот момент по поводу, почему я считаю несправедливым, вот об этом моменте несоразмерности наказания. Да, я считаю, что оно абсолютно на самом деле не к месту, но если абстрагироваться вот от моих эмоций, вот этих пылких речей, на самом деле, да, мы формальщики. То есть у нас не суд присяжных, здесь нет смысла играть на публику. Но формально подойти, совет и конституционная комиссия даже не взвешивали решение. Ни мою роль в Адвокатской палате Республики, мой энтузиазм, мое желание, мое рвение. Пусть где-то я, как в КВН, значит, несусь и что-то ломаю сам себе, причем даже не кому-то. Вот. А здесь они решили, что я нанес ущерб Адвокатской палате Республики Мордовия. Но я это делаю с благой целью, и если я допускаю ошибки, то они фатальны для меня, прежде всего. А в этой ситуации получается, что мой опыт не нужен Адвокатской палате Республики Мордовия, которая на самом деле сведена единственной коллегией. И после этого вы говорите о самостоятельности принятия решения, говорите об адвокатской монополии. Вам не стыдно, мои уважаемые коллеги, после этого говорить? Не ценят, значит, мою работу по информатизации. Ни на одну служебную записку так и не ответили. Но быстро возбудили дисциплинарное производство за то, что я, между прочим, одел не просто так черные очки. Я плохо вижу, я ношу контактные линзы, но я не хочу, чтобы люди воспринимали, видели, что время. Я понимаю, но это и вам адресуется. Я думаю, вам это полезно слышать все-таки. Вы ведь адвокаты, вы знаете, что я один из 300 адвокатов, и неплохих адвокатов. Вы сами это говорили, и люди об этом говорили. И неужели вы думаете, что мне это не причиняет нравственные страдания, когда 13 лет, 11 месяцев, 29 дней, я уж не стал считать секунды, вы вычеркнули просто из моей биографии? Не думая о последствиях социального характера, что я даже не знаю, я элементарно даже не реализовывал свои права обращаться там по поводу трудоустройства. Я посмотрел, у меня пенсия будет 1500 рублей, вам плевать было на это. Какая речь вообще о справедливости? Но, вот несмотря на все изложенное, я на самом деле горжусь нашим президентом Адвокатской палаты Республики Мордовия. И поясню почему. Потому что он всем адвокатам Республики Мордовия показал то, что он настоящий хакер.
Поясню, в каком смысле. Давайте к Он сформировал к вопросу легитимности иска, я же считаю, да, я еще уложился, у меня еще есть минута. Давайте. Легитимно сформировал совет, состоящий преимущественно из членов одной и той же коллегии. Логично предположить, что они изберут именно его президентом. Было это сделано? Было. И в результате у нас, я об этом не писал, но я об этом скажу в прениях, я не буду это говорить там в репликах, в прениях скажу, не буду затягивать ваше внимание. В результате у нас в дисциплинарной практике Адвокатской палаты Республики Мордовия перекос. Не первый иск уже рассматривается в суде, второй. С точки зрения уголовного права это уже систематичность. И первый иск, кстати, также рассматривался по содержанию, и статус адвоката восстановили за гораздо более серьезный проступок, по сути дела, а не за то, что мой внешний вид кому-то нравится, а кому-то не нравится. Между прочим, неофициально. Вот Сюбаеву не понравился, зампредседателю. Но вот кроме него были другие судьи, которые мне сказали: Сергей Геннадьевич, ну ты зачем затягиваешь вот таким вот образом? У них не было негатива или отторжения. Понимаете? Но мотивы я поясню. Перчатки мне были нужны. Ну, можно было снять, вопросов нет. Шарф не стал бы снимать. Мне самому эстетически неприятно, у меня длинная шея. Бандана? Для меня это символ, я вам говорил об этом. Хотя вам не нравится это, меня предупреждали, не говори об этом. Но это символ моего уважения к тем людям, тему которых я развиваю. В частности, Сергея Егоровича Прончатова. Вы знаете, почему я так говорю. Очки – это чисто психологический эффект. Он мне необходим, я не хочу видеть мою реакцию. Ну, законный способ, в принципе. Адвокатская деятельность иногда блеф, иногда способ победить, используя, как наглядно мы видели в этом процессе, приемы софистики. Они нужны для суда присяжных, в скором времени он стартует, но профессиональные судьи, они-то эти моменты очень видят, очень хорошо. Вот. На мой взгляд, настоящий судебный процесс, я очень рад, что он идет под вашим председательством, уважаемый суд, поскольку я считаю, что этот процесс стал знаменательным для истории, новейшей истории, прежде всего, Адвокатской палаты Республики Мордовия. Спасибо. Да, естественно, исковые требования поддерживаю, прошу удовлетворить. По поводу морального вреда скажу как. Примерно 10 тысяч за каждый год проработанной в адвокатуре. Можно было завести больше, но сумма 100 тысяч мне нравится, и более того, я планирую направить. Я не буду их там дергать, но это деньги для меня нужны просто, чтобы моральное удовлетворение получить от того, что мой труд, который я проделал, у меня есть программный продукт, Александр Иванович знает, чтобы я его в конце концов довел до реализации и сумел. Самый важный, кстати, адвокатские кабинеты, которых 1/3 из всех адвокатских образований в Российской Федерации. Очень хочу, чтобы Мордовия в этой ситуации стала лидером и обошла, ну, Татарстан мы не обойдем, у них ресурсов побольше, но самарцев мы можем обойти, я в этом уверен. Поэтому такую сумму и заявил. Буквально коротко еще раз остановлюсь, акцентирую, мой доверитель все сказал. Уважаемый суд, я прошу, рассматривая это дело в итоговом судебном решении, дать оценку в следующий момент, учитывая, что мой доверитель обжалует решение полностью, соответственно, суд, как я полагаю, должен дать оценку содержательным моментам, то есть пункту 1 решения Совета, было нарушение или не было нарушения. От этого никуда не деться. Второму пункту, относительно меры наказания, соразмерно оно, если имело место нарушение, или несоразмерно. И говоря в целом, давая оценку решения, ответить на вопросы относительно законности. Следовательно, суд, как я полагаю, должен в итоговом решении оценить и привести доводы относительно соблюдения всей процедуры. Говоря о процессуальных документах, еще раз для уважаемых оппонентов, мы не оспариваем подделку, не подделку, речь идет о четком и строгом соблюдении процедуры. Говоря об протоколе иных бюллетенях, отдельно посмотрел, статья 20, пункт 2.1 Кодекса. Одно дисциплинарное производство в отношении одного адвоката, соответственно, один протокол, одни бюллетени и так далее, не все скопом. Поэтому еще раз я полагаю, что в данном случае нарушения имели место, доводы моего доверителя в содержательной части, в том числе обоснованно, прошу заявление удовлетворить в полном объеме. Спасибо. Ваша честь, по процедуре никаких доводов не приводит истец. Каким образом мы нарушим процедуру привлечения?
Наумов дисциплинарной ответственности, я так и не понял. Сегодня мы все приобщили. Вчера были доводы, что бюллетеней нет у нас, протокол не велся. Сегодня мы все это вам приобщили, предоставили. Вот. Кто сказал, что у нас все хранится вместе, на самом деле. Кто сказал, что при рассмотрении этого дела на совете, ну, заключение не оспаривает, конечно, заключение. Совет принимает решение на основании заключения. Заключение на совете было подписано, все как положено, со ссылкой на протокол, со ссылкой на то, что голосовали именными бюллетенями. Все материалы имелись у совета. Любой член совета, в том числе Сергей Геннадьевич Наумов, могли проверить, взять любой материал, любые. Бюллетени посмотреть, протокол посмотреть. Ему это предоставлялось право. Сказал, все, я знаком, что я хотел, я совсем ознакомлен. Все. Никакие права мы не нарушили. Сроки мы соблюдили. Сроки были соблюдены. 10-дневные возбуждения, 2-месячный с момента возбуждения на рассмотрение дела в комиссии, 2-месячный на рассмотрение дела после заключения в совете. Поэтому это попытка поставить под сомнение процедуру привлечения нас на самом деле радует, потому что волей-неволей истцы соглашаются с тем, что решение Совета о прекращении статуса, согласно статье 25 Кодекса профессиональной этики, может быть обжаловано только с нарушением процедуры его принятия лицом, в отношении которого статус прекращен. И они это понимают прекрасно. Вот. Поэтому, собственно, вот эти, поэтому вот так вот пытается суд каким-то образом, на мой взгляд, не убедить, простите за тавтологию, да, в том, что мы процедуру нарушим. Ничего подобного. Вот. Что касается по существу, да, принятия нами решения, ну и не могу не остановиться на доводе Сергея Геннадьевича о том, что я какой-то некий хакер, что я там власть узурпировал. В Совете у нас 9 человек. Из первой коллегии, где я еще председатель, один только Смакаев Руслан Арикович, он сегодня здесь присутствует. Все остальные 7 человек с других коллегий, в том числе кабинетчик Круглов Владимир Александрович. Поэтому говорить о том, что я могу влиять через коллегию на совет, это бездоказательно и неубедительно звучит. Что касается Конституционной комиссии, то действительно Арискин и Амелина тоже члены первой коллегии. Федин в эту коллегию уже сам вступил весной. Ну, не будем мы сейчас вот здесь все это исследовать. Понимаете? Чтобы президент, вот, на мой взгляд, законодатель очень правильно сделал, что такой состав комиссии определил такой. Вот президент не продавливал, да, через адвокатов решения. Для этого и есть представители от Госсобрания, от Верховного суда, от Арбитражного суда, от Управления юстиции. Понимаете? Если да, законодатель посчитал, что вот так вот будет демократично, так будет правильно, что комиссия пусть будет из разных представителей, не только от адвокатуры. Понимаете, вот оно, заключение получается объективно, на самом деле объективно, потому что принимает участие в работе, как я уже перечислил. Поэтому утверждение о том, что я вот там, что я принял решение, да, наказать Наумова, выгнать, понимаете, но это неправильно. Это неправильно. Извините, я его не одевал перед этим президентом Верховного суда. Он сам прекрасно понимает. Хотя я сомневаюсь, что он понимает уже вот на сегодняшний день, если честно, на сегодняшний момент, да. Но это элементарная истина. Не должен как адвокат одеваться на судебном заседании. Это противоречит Кодексу профессиональной этики. Это не деловой стиль. Одежда, понимаете? Шорты, кроссовки, майка, жилетка, бандан. И я же вчера еще говорил, да, и сегодня повторюсь.
самое ужасное, наверное, да, в этой ситуации, то, что он ничего не собирает. Он считает, что ничего не нарушил, ничего не собирается менять в дальнейшем. То есть бандану, он дословно есть у нас материал, да? Я жалею, что снял бандану. Ну что, на пляж что ли пришел человек? Ну бандану у нас, ну я не знаю, ну ходите по улице, в конце концов, если солнце течет, да? Как хотите, не в судебном заседании. Получается так, что адвокатское сообщество сегодня, ну, по крайней мере, в Республике Мордовия, да, в лице ее органов, все-таки содействует этим решениям наведению порядка в судебной системе и принимает такие жесткие меры в отношении своих коллег, которые нарушают кодекс этики и нарушают вообще правила поведения в судебном заседании. Понимаете? Что вот я ничего не хочу говорить, ну все понятно. Мы свое мнение высказали единогласно. Вот. И, собственно, исходя из смысла норм федерального закона в адвокатской деятельности, адвокатуре, норм кодекса профессиональной этики, избрание конкретного вида наказания – это исключительная прерогатива Совета. Суд только может по процедуре проверять наши решения. Вот. По процедуре повторяться не будет. Мы своим мнением, мы считаем, что адвокат Наумов грубейшим образом нарушил нормы закона и кодекса, авторитет адвокатуры не только Мордовии, но и России умалил. Поэтому у нас никаких сомнений. У нас были сомнения, да? Я уже вчера, тоже повторюсь, вчера говорил, были сомнения, какое решение принимать. Но с учетом позиции Наумова, с учетом того, что он не принимает наши правила игры, да, по-русски говоря, не принимает правила нашей игры. Хотя в корпорации никто никого не держит, пожалуйста, выходите. Уголовными делами нельзя заниматься, да, частным юристом. Выходите из корпорации, ходите как хотите и в чем хотите. Понимаете? Если мы установили, если мы приняли кодекс этики, то будьте добры, соблюдайте его. Если адвокат говорит, что да вы знаете, я как хочу, так себя и собираюсь вести. Как мы можем оставлять его в корпорации? Как? Вот и все, понимаете? Вот вся, на самом деле все просто. Все просто. Не принимаешь законы, сообщества, в котором ты состоишь членом, значит, ты не должен там быть. Вот и все. И, понимаете, сегодня Сергей Геннадьевич пытается здесь вот в суде выступать, что дискуссия какая-то. Да меня это удивляет, эта дискуссия, понимаете? Потому что ничего в противовес разумного я не слышу, в противовес нашей позиции, нашего совета палаты, принятия данного решения. Ничего. Единственный вопрос – это по мере наказания. По мере наказания я объяснил, почему мы так приняли решение. А что касается, правильно ли он сделал или неправильно, вопросов нету у абсолютного числа адвокатов Российской Федерации. В абсолютном числе адвокатов Российской Федерации. В том числе и позиции Федеральной палаты. Что это однозначно человек сделал неправильно. Все нарушил нормы кодекса и закона. Ну что еще? Но он так не считает, Ваша честь. Так не считает. Смысл предупреждать. Завтра будет то же самое. Поверьте. Вот судя по его позиции, завтра будет то же самое. Все. Поэтому просил бы вы в иске отказать. Спасибо. Уважаемые процессы. Завершая выступление нашей судебной прения, что хотелось бы отметить. Процесс со стороны истца пытался придать этому процессу некую, назовем так, политическую составляющую, или сделать из этого процесса трибуну некого такого ущемленного права адвоката. На самом деле для этого не было и нет никаких оснований. В действительности никакой дискриминации в отношении истца не имело места быть. Имело место быть простое обычное дисциплинарное производство по
поступившему в адвокатскую палату Республики Мордовия поводу. Поскольку у каждого судебного производства имеет свой предмет и пределы, я прошу обратить внимание суда на предметы и пределы разбирательства по его иску. Он оспаривает только лишь решение Совета адвокатской палаты, при этом не оспаривая по сути самого первоначально заявленных исковых требований разбирательств на двух предшествующих разбирательству в Совете адвокатской палаты стадий, то есть процедура стадии принятия решения о возбуждении дисциплинарного производства и стадии разбирательства его дисциплинарного производства в квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики Мордовия. Поэтому все последующие спекуляции и доводы по поводу того, были именные бюллетени, не были, они вот теперь уже оказывается и были эти именные бюллетени, и протокол заседания квалификационной комиссии велся, и все велось, вся процедура нарушена не была. Но при этом он не оспаривал стадию квалификационного разбирательства и дисциплинарного производства квалификационной комиссии. То есть мы имеем место быть только вот с разбирательством с той стадии, которая называется разбирательством дисциплинарного дела в Совете адвокатской палаты. Это статья 22 Кодекса профессиональной этики адвоката. Теперь, что касается вопросов, как вот сказал наш коллега из другого региона, соразмерности или несоразмерности. Я так полагаю, что вопросов о том, что адвокат действительно допустил нарушение закона, он уже особо не стоит, тем более сам истец в своем заключительном слове признал этот проступок как малозначительный. Ну так вот, возвращаясь к вопросу соразмерности или несоразмерности, я хотел бы вот на что обратить внимание суда. Во всей процедуре дисциплинарного производства в дисциплинарных органах адвокатской палаты, равном в суде, адвокат Наумов и его представители пытаются преуменьшить содеянное, то есть уменьшить его значительность, то есть его значительность и свести только лишь к его внешнему виду. На самом деле, ведь нарушение, допущенное им, не заключалось только лишь в его внешнем виде. На самом деле, его внешний вид был только лишь причиной, которая в последующем привела к срыву судебного заседания. И вот здесь вот нельзя недооценивать именно последующие наступления последствий от этого привлекания, его привлекания с председательствующим, его неадекватной реакции на замечание председательствующего судебного заседания, потребовавшего от него привести себя в порядок. Я еще раз обращу внимание суда, что действительно, я вчера об этом говорил, Саранск — это очень маленький город, в котором можно не за долгое время, назовем так, привести себя в порядок, уехать, вернуться и в тот же день принять судебное заседание. Даже тот же президиум успеть вернуться. Однако адекватно адвокат не среагировал на действия председательства судебного заседания. Соответственно, нарушил регламент судебного заседания, нарушил процессуальное законодательство, что и явилось поводом его отвода, что явилось поводом направления в адвокатскую палату Республики Мордовия частного постановления президиума Верховного Республики Мордовия. Частным постановлением был предложен протокол судебного заседания. Я еще раз отмечу, что не первую правильность, точность составления этих документов не оспаривалась предусмотренным соответствующим уголовным процессуальным законодательством порядке самим адвокатом. Поэтому, когда дисциплинарный орган адвокатской палаты, в частности Совет, столкнулся с разбирательством, мы имели только что? Мы имели перед собой вступившее в силу частное постановление Президиума Верховного суда Республики Мордовия. Могли ли мы его, так скажем, не принимать во внимание? Ну, абсолютно не могли. Могли ли мы не принимать во внимание, так скажем, что оно за собой повлекло? Оно за собой повлекло строй судебного заседания. И на минуточку, вот если подумать о дальнейшем, ведь в то же судебное заседание могло случиться чудо, и его подзащитные могли оправдать и отпустить под стражу. Но благодаря тому, что адвокат Наумов Сергей Геннадьевич решил вступить в пререкание с председательствующим, это судебное заседание было перенесено на более поздний срок. У нас очень много, так скажем, тех последствий, которые могли наступить, но которые не наступили. Не наступили, поскольку произошел срыв судебного заседания и доступ к правосудию других участников судопроизводства, не только Алехина, там еще двое подсудимых под стражей находились. Их адвокаты, прокурор, судьи, то есть все собрались для того, чтобы отправлять в правосудие. Вот сегодня Сергей Геннадьевич сказал, что давайте сравним, вот, чтобы понять последствия, если судью прекращают полномочия за проступок, что для него это влечет. А давайте тогда дальше эту ситуацию продумаем. Вот что будет, если судья вдруг решит, что он не должен больше в манте осуществлять правосудие, а должен, ну так, как ему понравится в судебном заседании находиться. Но это же нарушение порядка, установленного порядка, так скажем, судопроизводства, который установлен законом, законодательством Российской Федерации. Так почему же мы считаем, что
судья не может себе позволить снять мантию члена правосудия, а адвокат может не соответствовать деловому стилю одежды. И за это его необходимо, так скажем, простить или индульгировать. Опять же, к вопросу индульгенции. Вот много раз ссылался, естественно, на свой предыдущий стаж 13-летний, на оправдательные приговоры, но это не индульгенция от нарушений закона последующих. Еще раз говорю, какой бы он ни был хороший и как бы долго он ни работал в адвокатуре, это не означает, что дальше, после 13 лет, можно ходить в судебное заседание в чем угодно. Можно пререкаться с председательствующим, не обращать внимания на его требования, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Можно вести себя по своим собственным правилам, соображениям, лекалам для поведения, как вот он использовал формулировку такой выски, и это должно остаться безнаказанным. Ведь вот в чем еще парадокс этого дела заключается. Не случайно президент адвокатской палаты затронул сроки, процедуру. Я заканчиваю, да. У нас просто из зала сейчас освободим. Я понимаю, буквально 3 Тогда минуты. сейчас переходим в другой зал, объявляем перерыв. Я 3 минуты заканчиваю. Ну давай. Процедуру сроки. То есть, если сейчас будет отменено решение Совета адвокатской палаты, это автоматически приведет к тому, что новому дисциплинарному взысканию его привлечь уже никто не сможет. Истекут сроки привлечения его дисциплинарной ответственности. И ведь парадокс вот в чем заключается. Суд, если он отменяет решение Совета адвокатской палаты по дисциплинарному производству, не вправе сам наложить другое взыскание. Получается, что проступок автоматически остается безнаказанным. Можно ли это допустить, что вот нарушив в судебном заседании установленный порядок, получив при этом частное постановление, адвокат еще и никакой ответственности за это, так скажем, не понесет. Должен же соблюдаться принцип неотвратимости ответственности за нарушение закона, в данной ситуации дисциплинарной ответственности. И вот парадокс этого дела заключается в том, что проявив неуважение к суду, нарушив процедуру судопроизводства в судебном заседании, благодаря там своим личным амбициям или еще каким-то личным причинам, он еще и обратился в суд, чтобы оспорить нарушение закона со своей стороны. Ну, на мой взгляд, это крайне неправильная ситуация. На мой взгляд, в данной ситуации никаких аргументов не удерживает, никаких доводов, аргументация стороны истца не удерживает, потому что соразмерно, несоразмерно. А что является в этой ситуации соразмерным, по вашему мнению? На наш взгляд, процедура была соблюдена. Мы просим оставить свои требования истца без удовлетворения, а решение Совета адвокатской палаты без изменений. Нет. Я сейчас объявлю перерыв до 17:00. У меня уже другие люди. Реплика одна. Речь прокуроров, не адвокатов. Судья удаляет сюжетный пункт, переносимый А сколько по времени? Минут 5. Да. Сейчас.